Президент республики Егор Борисов выступил накануне на традиционном ежегодном собрании хозяйственного актива группы «Алроса». Прежде всего, глава Якутии особо отметил успех публичного размещения части акций «Алроса» на московской бирже осенью прошлого года. За 7% республиканского пакета акций Якутия, напомним, выручила 18 миллиардов рублей. Деньги уже сейчас направлены на социальные и инфраструктурные нужды республики и ее жителей. Однако, как известно, удачной приватизации акций компании предшествовали непростые события. Напомним, в июне 2012 года правительство России приняло решение о полной приватизации федерального пакета акций. Интересы Якутии тогда сумел отстоять президент республики Егор Борисов. Так, благодаря вмешательству главы Якутии, затем и президента страны, 100% приватизации «Алроса» удалось избежать и сохранить над ней государственный контроль. Также на собрании хозактива «Алроса» президент компании «Алроса» Федор Андреев озвучил главные задачи, которые стоят перед «Алроса» в ближайшей перспективе. Очень важно понимать и повторять, чего хотим мы. Да, то есть, мы хотим, чтобы компания «Алроса» оставалась государственной компанией с блокирующим пакетом республики. Только эта модель и способна быть эффективной. А далее, конечно, это социальное развитие. То есть мы понимаем, что у «Алроса», у которой сегодня там 27 садиков, 6 аэропортов, огромное жилищно-коммунальное хозяйство и большая ответственность, это и трудоустройство населения. И самое сложное, то есть если мы говорим о стратегии компании, это развитие сейчас тех месторождений, в которых содержание алмазов низкое. Это такие-то Зорница, Заря, Муна, которые, в общем-то, у всех на слуху у жителей республики, где нам, в свою очередь, потребуется помощь республики с точки зрения получения, возможно, льготных ставок НДПИ или еще иной поддержки. Но без этих решений мы столкнемся с трудностями тогда, что люди не будут иметь рабочих мест. Поэтому роль Егора Борисова заключается в том, чтобы компания реализовывала именно ту стратегию, которую мы приняли, по-моему, в августе 2013 года. Потому что вы, наверное, слышите сейчас различные высказывания, что стратегию надо поменять в одну сторону, в другую сторону. Мне кажется, вот это самое главное, опять-таки, не допустить. И это будет дискуссия не менее острая, чем та дискуссия, которая была по приватизации. Мы в своей стратегии все-таки приняли, что «Алроса» платит высокие дивиденды, высокие налоги, но то, чем должна заниматься республика и муниципалитет, мы постепенно передаем в собственность республики и городов. И это, на мой взгляд, очень важная стратегия. И путь будет непростой в ближайшие 5 лет.